И сразу пройдем 67-й урок. Это урок повторения. Қайталау сабағын өтеміз, 67-ші сабақ. Эмне кылат деген суроо кантип которулат жана эмнени түшүндүрөт. Как переводится и что означает вопрос эмне кылат? Эмне кылат переводится что будет делать он или она в будущем. Второе. Сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которгула. Переведите предложение на кыргызский язык. Он завтра пойдет в школу. Он, ал, завтра. Эртең пойдет, барат, в школу, мектепке. Ал эртең мектепке барат. Она будет кушать яблоко. Она тоже будет ал, яблоко, алма. Ал, алманы жейт. Же, кушать. И т добавляем, потому что заканчивается на гласную. Ал, алманы жейт. Айша будет читать книгу. Айша китепти окуйт. То есть Айша у нас тоже третье лицо, поэтому кто Айша? Эмнени китепти окуйт, эмне кылат, окуйт. Саша пойдет в зоопарк. Саша зоопаркка барат. Саша зоопаркка барат. Он придет домой. Ал үйгө келет. То есть дополнение мы проходили ранее и уже знаем, какие окончания требуются, да, для каждого случая. В школу мектепке что будет кушать? Яблоко. Эмнени жейт. Алманы жейт. Что будет читать? Книгу. Китепти окуйт. Куда пойдет? В зоопарк. Зоопаркка. Он придет домой. Үйгө келет. А что касается глаголов, пойдет барат, будет кушать жейт, будет читать окуйт, пойдет барат, придет келет. Третье задание. Айша тура эмес мөчөлөрдү коюп алыптыр, ага жардам бергиле. Айша неправильно поставила окончание, помогите ей найти правильное. Жаз заканчивается на согласную, значит будет окончание а, предпоследнее а, значит будет окончание от. Ал жазат. Кель тоже согласное, предпоследнее е, значит будет келет. Келет. Жогол, предпоследнее гласное о, значит будет жоголот. Сүйлөш, последнее согласное, предпоследнее значит будет сүйлөшөт. Кара, последнее гласное, значит просто добавляем и краткую и т. Карайт. Оңдойт, оңдо, последнее гласное, значит просто добавляем и т. Оңдойт. Гүлдө, последнее гласное, значит просто добавляем и т. Гүлдөйт. Жардам бер эт, потому что последнее согласное берет. Итого у нас получилось ал жазат, ал келет, ал жоголот, ал сүйлөшөт, ал карайт, ал оңдойт, ал гүлдөйт, ал жардам берет. Мы сегодня молодцы, прошли очередную тему по глаголам в будущем времени. Если остались вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.